Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Светлане Протопоповой, 2012 года рождения, на курс лечения в клинике Шиба, Израиль. Диагноз – злокачественное необразование ствола мозга. Чтобы помочь Свете, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Свете вместе! Открыт прием заявок на 3-й республиканский фестиваль-конкурс инклюзивного творчества «У каждого человека свои звезды». Организатором является благотворительный фонд Харасхал. Главная отличительная черта и особенность фестиваля «У каждого человека свои звезды» – включение детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников без инвалидности, предоставление возможности для каждого раскрыть свои творческие способности и таланты. Фестиваль создает совместное творческое пространство, основанное на принципах инклюзии, являясь большим шагом вперед для включения особенных детей в культурную жизнь. Ведь именно искусство является ключом к самовыражению человека, независимо от его физических или умственных ограничений. Условия конкурса не изменились, и мы ждем заявок от инклюзивных коллективов. Также может участвовать отдельная семья, не только от организации, то есть это мама и ребенок, или брат и сестра, неважно, да, кто. Главное, чтобы не именно от имени организации, от имени семьи тоже можно. Тематика абсолютно свободная. Самое главное ограничение – это не более 10 минут. Разные номера, там песня, хореография, отрывки из спектакля, стихотворение, художественное слово и так далее. В предыдущем фестивале-конкурсе приняло участие 10 постановок детских инклюзивных творческих коллективов из разных уголков Якутии. Заветную статуэтку признания лучшей из лучших и обладателем главного приза удостоился коллектив Жиганской средней школы с театрализованным номером «Северный уклад жизни». Мы первый раз вообще приехали издалека, первый раз вот дети вышли, выступать приехали сюда. Так мы услышали, нам бумажку дали, требования. Есть такой конкурс, у каждого человека есть свои звезды. И вот мы решили, собрались вот с своими с детьми и с родителями, общались и вот приехали. Не ожидали, но в глубине души что-то было. Мы думали, может, лауреатами станем. Вот гран-при получили. Прием заявок на 3-й республиканский фестиваль-конкурс инклюзивного творчества «У каждого человека свои звезды» продлится до 20 мая по адресу город Якутск, улица Курашова, 24, офис 403. Также заявку можно отправить в электронном виде на почту добросаха@mail.ru с пометкой на фестиваль «У каждого человека свои звезды». С положением можно ознакомиться на сайте добросаха.ру. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 41 12 40 20 69. Начинается отбор участниц на конкурс «Красота без границ-2018». К участию приглашаются девушки и женщины от 16 до 35 лет, свободно передвигающиеся с помощью инвалидной коляски и проживающие в Республике Саха-Якутия. И по итогам нашего конкурса девушки стали очень активными, раскрепощенными, очень много участвовали в общественных мероприятиях. И на сегодня наши участницы являются очень активными общественными деятелями. Организаторы конкурса – общественная организация «Движение без барьеров Республики Саха-Якутия», окружная администрация города Якутск и Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Первый конкурс в Якутске прошел в 2014 году. Тогда в финал прошли 7 участниц из разных уголков Якутии. Перед финальным концертом участницы проживали в гостинице и ежедневно готовились к выступлению. Для них были организованы семинары, тренинги и мастер-классы.
Финал прошел на сцене Русского театра имени Пушкина. Победительницей конкурса и обладательницей титула «Мисс Красота без границ» стала Евдокия Прокопьева. Председатель жюри Ксения Безуглова вручила ей эксклюзивную серебряную корону. Для удобства наших участниц мы решили, что в этом году мы наш конкурс проведем летом. И формат нашего конкурса также не изменился. По итогам отборочного тура будут выявлены 7 финалисток. Будем очень рады, если к нам присоединятся спонсоры и партнеры для поддержки нашего конкурса. Заявки на конкурс «Красота без границ-2018» принимаются до 21 мая по телефону 8 984 102 62 55. Получи уникальный шанс окунуться в мир красоты. Семья, столкнувшись в своей жизни с болезнью ребенка, зачастую чувствует незащищенность. Жизнь перестает быть той, которой была ранее, и приходится перестроить себя, свои привычки, свой образ жизни и принять диагноз ребенка и научиться жить и быть счастливым, несмотря ни на что. Именно для этого был создан благотворительный фонд «Харасхал», который является ресурсным центром для общественных организаций людей с инвалидностью, клубов родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, независимо от диагноза. Реализуя эту программу, мы предоставляем доступ семьям с детьми с инвалидностью информационных, психологических и правовых услуг, содействие в социализации детей через искусство, культуру, спорт, и наша общая задача – ломать старые стереотипы по пониманию инвалидности в обществе. Деятельность благотворительного фонда «Харасхал» можно разделить на 3 направления, которые решают основные вопросы семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Информационно-консультационный центр является одним из главных и приоритетных направлений в работе фонда «Харасхал». Именно с этого начинается работа с родителями и членами семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Все юридические и информационные консультации, процесс сопровождения семей проходят в рамках информационно-консультационного блока Инка-центра. Заполнив анкету, данные ребенка и семьи попадают в базу данных, и у семьи появляется возможность получать консультации у психолога, юристов и других специалистов совершенно бесплатно. Детям с особенностями развития здоровья представлен широкий выбор творческих кружков, инклюзивные творческие студии фонда «Харасхал», куда входят театральная студия «Маленький принц», медиаанимационная студия «Чудеса кино», инклюзивная группа студии детского телевидения «Мост Медиа», подготовка к школе АБВ «Гадейка» и школа адаптивной физической культуры. Помимо этого, работа всех специалистов ведется по районам Якутии в рамках проекта «Благотворительный десант. Мир глазами моего ребенка». С момента открытия фонда «Харасхал» увеличивается количество проведенных семинаров и тренингов, а с ним и количество людей, которые приобрели уверенность в завтрашнем дне, нашли пути решения своих проблем, приобрели новые знания и умения, раскрыли в себе новые грани развития и многое другое. Для родителей проводятся тематические семинары и тренинги. Ежегодно организуется семейный интегрированный лагерь «Ласточка», который с прошлого года начал проводиться по социальной франшизе в Намском и Татинском районах Якутии. В выходные у мамочек с детьми есть уникальная возможность собраться в рамках проекта «Очумелые субботники» и совместно заняться творчеством. Создание условий для полного образования детей с особыми образовательными потребностями, то есть введение инклюзивного образования, выделено в один из приоритетов социальной политики государства. В связи с этим фонд принимает активное участие для продвижения инклюзии не только в образовании, но и в обществе в целом.
В рамках данного направления фонда проводятся различные мероприятия, реализуются актуальные проекты, которые способствуют привлечению внимания общественности и формированию позитивного отношения к проблемам образования детей с инвалидностью. Так уже традиционно в конце марта в Якутии проходит общественная кампания «Неделя инклюзивного образования». В течение всего учебного года в школах Якутска и по улусам проводятся уроки доброты и паралимпийские уроки, тренерами которых является молодежь с инвалидностью. В Якутске реализуется всероссийский проект «Спорт вместе по-настоящему». Работа благотворительного фонда оценивается не только реализацией социально значимых проектов, но и проведением различных благотворительных мероприятий. С этой целью в 2013 году фонд открыл проект «Под флагом милосердия», в рамках которого проводятся благотворительные акции, концерты и праздники. Так, уже традиционными из года в год является концерт 1 июня «Прикоснемся к радуге рукой», праздник «День варенья в Чичурмуране», единая школьная ярмарка «Добрая осень», проект «Новогодняя сказка», в которую входят поездка на день рождения Деда Мороза в его вотчину, встреча с Дедом Морозом в Якутске, новогодний подарок от Чисхана и Деда Мороза. Также в рамках проекта «Под флагом милосердия» ведется активная работа с волонтерами. Если бы на Земле где-то существовало мировое министерство добрых дел, то благотворительный фонд Харысхал был бы одним из главных департаментов по содействию в работе социально ориентированных организаций с целью поддержки проектов, направленных на улучшение положения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в Якутии. Именно для этого фонд Харысхал проводит конкурс по предоставлению гранта для социальных проектов «Помогая себе, помогая другим». Постановлением правительства фондом реализуется проектная программа «Харысхал» на 2015-2017 годы, участвовавшая в конкурсном отборе по программе «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа реализуется в 15 учреждениях и организациях Якутии. Мы благодарим всех, кто верит в наше благое дело и поддерживает наши начинания. Вместе мы преодолеем все трудности, и из года в год ситуация семей с детьми с инвалидностью будет меняться в лучшую сторону. Надеемся, что для наших подопечных в скором времени расширятся горизонты возможностей благодаря всем нам, нашему милосердию, опеке и защите. Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Светлане Протопоповой 2012 года рождения на курс лечения в клинике Шиба, Израиль. Диагноз – злокачественное необразование ствола мозга. Чтобы помочь Свете, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Свете вместе!